Так, друзья, в общем, иду по лункам и вижу аналогичную картину. Сейчас оставим леснилку сюда. Вон. Такая же картина. Жерлицу отнесло на 1,5-2 метра в сторону. Флажка нет, вот флажок. Он уже один раз вылетал у меня. В прошлый раз 2 дня назад. И вот здесь уже лед не держит верхний слой. Просто так это все не произошло. Возможно, и здесь есть щука. Но почему уносит? Такое ощущение, что кто-то вытягивает эти жерлицы. Уже 3-й раз такая фигня. Неужели вороны тащат, блин? Чувствуют. Сработала жерлица. И они чувствуют. Не, здесь пусто. Здесь, друзья, пусто. И вон, как мы видим, лунка уже просто огроменная. Сантиметров 25 диаметром. Ее просто размыло. Окунь дохлый. Скорее всего, ее унесло ветром. Просто унесло ветром и все. Без всякой рыбы. Ну да. Никто ее не размотал. Просто ветром унесло. И сюда я ее ставить уже не буду. Здесь она со свистом пролетит. Если что, надо ставить, пробуривать другую лунку. И ставить другую лунку. Поменьше диаметром. Вот, друзья. Опять нашел лунище. Лунка это уже назвать язык не поворачивается. Это просто лунище сантиметров 25 диаметром. Вот. И там, походу, есть рыба. На блесну он поймал 2 окушков уже. Прямо одного за одним. А ветер усилился до такой степени, что вот я сейчас стою спиной к ветру. А меня аж вот так вот сносит вперед. Парусит. Просто страшной силы ветер. Так, ну что, как обычно. Включили камеру и тишина. О, смотрите, какой ветер сил. Это, представляете, ветер, солнце и плюсовая температура. Это просто баня для снега. Оп. Есть еще один. Вот такие вот окушарики. Ну, для живчиков пойдут, потому что вон окушков и то сносит. Во. Окушков сносит ветром. Вон ветер дует оттуда, и вон один там на месте, а 2 уже снесло. Сейчас штук 10-20 поймаем мелких окушков и пройдусь по жерлицам, поменяю живцов, потому что потому что на дохлых здесь не берет. Вот это уже получше. Это уже получше экземпляр. О, красавчик. Этого уже ветром не снесет. О. Этого уже ветром не снесет. Я вам говорю, здесь на этом озере есть хороший окунь. Только надо попасть, когда он активный. А такое бывает очень редко. Оп, есть. Я как с майны их вытаскиваю оттуда. Лунка это уже не лунка, это уже просто черная дыра. Вот я как-то попал в такую дыру ногой. Видать, также припорошило снегом, приехали на рыбалку. Иду, о плохом ничем не думаю. Бац! И одна нога ушла полностью. Ну и сразу руками облокотился, выскочил. Ну, было неприятно. Так что вот если сейчас пойдет снег, будет морозец, потом снег, и это будет целина с множеством капканов.
Везде будут дыры, они еще больше растают, вот такие где-то. И будет очень опасно. А по центру там вообще здоровая промоина. Я вам уже показывал ее в прошлом ролике. Там вообще, я не знаю, откуда она появилась, промоина по центру озера прямо. То ли ключи там бьют, то ли что. Ну, просто вот такую промоину тонким литком затянет. И вот тебе натуральный капкан. Так, ну что, 4 живца и 1 крупный окунь здесь у нас. И пока все. Хотя поклевки бывают, но вот я сейчас прошелся, лунок 5-6. Тюкнет и оставляет. Это получается окунь есть, но он еще недостаточно активный, чтобы брать на блесну. Оп, есть, была поклевка. Мне кажется, если пустить мормышку с опарышем или с червячком, то клевать будет. Если оно на блесну кидается, это на этом озере. Хотя на некоторых озерах, допустим, наоборот, блесну хапают, а мормышку не очень. Ну вот, он показал себя, раз ударил и все. Ладно, не будем долго задерживаться. Пройдемся по лункам в поисках голодного окуня, активного окуня, и пойдем насаживать жерлицы. Опа. Так, друзья, перешли на мормышку, и она заработала. Вон 3 живца уже вытянул. Надеюсь. Опа, это что? Уже потянул. Так не провалиться бы. Верхний слой льда не держит. Сижу на ведре. Если блесну она осторожничала, тюкала, но не брала, то вот перешел на мормышку. Пошевелил, остановил. Тюк! Иди сюда. Ну, правда, и окунь помельче, но мне сейчас мелкий окунь как раз как бы нужен. Штук 15-20. Я сейчас по-быстрому их надергаю, пробегусь по жерлицам, потому что там по-любому все живцы дохлые. Надо менять. Пошевелил, остановил. Тюк! И далее. Сейчас даже шевелить не буду. Вон. Просто. Тюк. Не. Надо пошевелить. Пошевелил, остановил. Оп. Главное успеть вовремя подсечь. Потому что из-за ветра поклевку плохо видно. Все хорошо, только очень сильный ветер. Несмотря на то, что плюс, просто выдувает насквозь. Был бы минус, это вообще бы капец было. Тут такое озеро есть. Редко, когда много поймаешь. Хотя почему? Вот Иван Григорьевич тогда же поймал. С одной лунки надергал кучу целую. А мы не будем сидеть. Мы пойдем подальше. Так, все. Опа. Так. 3, 4, 5. Пошли дальше. Солнце, плюсовая температура и сильный ветер делают свое дело. Снег тает на глазах, так повернусь, как лучше видно. Ветрище, просто ураганной силы ветер. Так-то тепло, чувствуется тепло, но насквозь продувает. Вот возле кустов, где кусты в прошлый раз еще были, уже все растаяло. Там уже чисто вода. Лед здесь вот почернел, где мы с Григорьевичем в прошлый раз рыбачили. И вот тут вот такая черная полоса идет, вон. Это видать
оттаяли, там уже открытая вода, потому что солнце бьет туда, и от берега теплота идет, и все. С той стороны сюда уже не зайти, только по доске или по бревну, если. С этой стороны еще нормально. Это вот южная сторона получается. А, вот там южная, это наоборот. Это северная сторона, да. И солнце жарит прям сюда. Ну, снарядил все жерлицы по новой. Если в течение дня сработок не будет, значит сматываем удочки. Если что-то будет срабатывать, то их еще оставим. Потому что на Печоре у нас тоже с такой погодой дела пойдут быстро. Скоро пойдет ход рыбы, и там надо тоже успеть половить. Здесь, кстати, вон, друзья, поймал уже одного окуня на блесну. Такой хороший. Ну, не жерличный точно. Глубина здесь мелкая и возле кустов. В прошлый раз Григорий здесь неплохо надергал. Попадали и крупные окуня. Сейчас посмотрим. Один он был или стайка. Но ударил бодренько, аж чуть удочку не вырвал с неожиданности. Резко так бах, у меня аж чуть удочка не вылетела. Ветер, ветер. Не знаю, что будет слышно, что не слышно. Хоть капюшон поднимем и сядем так спиной к ветру. Так, нет, есть что-то. А, жерличный. Немного не хватило. Вот на ту сторону 5 штук живцов. Сейчас поймаем и поменяем. Не знаю почему, но в этом озере в течение суток дохнут живцы на крючках. Вытаскиваешь, они уже, ну, в течение дня. Оп. О, хороший. Нормальный окушарик. Вот такие самые раз. И просаливаются быстро, и пожарить их можно. Главное, клюет. Оп, опа, сход. Была поклевка. Вернее, скорее всего, я забагрил, наверное, его. Не, все равно приятно. Ветра не было бы, то жарко было, но не такой силы. Слабенький ветерок был бы, нормально было бы. Этот вообще ураганной силы ветер. Все. Так, еще 3 раза сделаю. Если не ударит, попробуем мормышку. 2, 3. Так. Ой. Нравится, когда не глубоко. Так, попробуем мормышку. Что они нам скажут на мормышку? Так, сначала на игру. О, работает. Мормышка белая, светонакопительная. С Донбасса, друзья. С далекого Донбасса. От Сергея Башко. Серега написал мне в комментариях,
Рад видеть, что моя мормышка работает. Почему не используешь пыздрики? Одно, другое. Все будем пробовать. Пыздрики я как-то пробовал на лесной реке. Они что-то не пошли, легкие. На озере тоже. Объем есть, веса нету. А вот на спиннинг окуня я половил на пыздрики. И неплохо. Хапалов только в путь. Ветер такой силы, что играет кивком не хуже, чем электронная удочка. Так, ну чё, кончились что ли? Ладно, попробуем другую лунку. Так, здесь мы как-нибудь без ведра обойдемся. Близко к кустам что-то мне страшновато подходить. Потому что вот если на эту ветку я здесь наступлю и провалюсь, уйду под лед сразу же. Возле кустов вон все уже, как мы видим, все растаяло. И сюда вот, на такие места, наступать уже ни в коем случае нельзя. Если здесь лед еще более-менее светлый, то там темный лед. Все, это не лед, это каша. Это просто каша. Не хотят. Здесь уже поглубже. Оп, есть. Мелковат. Оп, есть. Красота. Блин, когда же выход крупного окуня? Ведь он здесь есть. Его здесь хватает. Оп, сход. Вы слышите, как гудит ветер? Как шумят деревья от него. В такую погоду по лесу лучше не ходить. Дерево башка попадет, совсем мертвый будешь. Лишь бы на избушку никакая сушина не свалилась. Ну, раз, два и три. Оп, сход. Поглядывая по сторонам, потому что ствол оставил у корыти, а мишки гамми давно уже не спят, проснулись, ходят. И как бы приятного будет мало, если он здесь появится. Да если еще с медвежатами, мишками и мимишка.
Ну все, ой. Как-то вот так, друзья. Потихоньку дергаю окушков. Снарядил жерлицы живцами. До обеда посижу, порыбачу. Сработок не будет. Соберу нафиг эти жерлицы и скажем спасибо и до свидания этому прекрасному озеру. Не дождались мы, супер клево. Хотя как только я пришел сегодня на это озеро, а вон эту лунку еще эту попробую. Сегодня как только с утра я пришел, когда первый сразу хороший окунь попался, была надежда, что вот оно началось. Но не тут-то было. Друзья, пересел на новую лунку, вот оттуда буквально перешел 3 метра. И вон какой кабанчик прыгает на льду. Ударил так, что мама не горюй. Вот он. Вот он. Вот он, красавец. Вот он, красавчик. Я говорю, крупный окунь здесь есть. Но он как бы опытнее, умнее вот этой мелочи и не каждый раз берет. Зимой вообще нереально поймать, а вот сейчас к весне они уже более-менее активные. Так что если походить по лункам, поискать, но опять же, вот я его сейчас взял на мормышку. А вот если была поклевка, активируются до такой степени, что будут хапать блесну, вот тогда будет красиво. Тогда будет весело на блесну подергать таких кабанчиков. Оп! А, мелкий. Этот мелкий. Плавай там. Почему-то крупные поодиночке, что ли, ходят. Нет такого, чтобы штук пяток хотя бы одного за одним вот таких кабанчика вытащить. Надо ходить и искать. А, мелкий. Ну такой средненький, с ладошку. Потихоньку насобираем. Ну давай, Кабанелла, твой выход. Ох ты. Блин, жерлицу унесло. Унесло мою жерлицу и прямо к берегу. Вот так они и улетают. Как я его только оттуда теперь достану, я не знаю. Длинной палкой, если только. А что я сижу? Надо спасать как-то, что-то делать. Ладно, сейчас еще одну вытащу и попробую вытянуть за леску. Леска-то по-любому, наверное, аж кувыркается, блин. Говорю, ведрище. О, еще и сидит. Это жерличный. Так. Все, друзья, пока все. Пошли спасать жерлицу.
Это хорошо я еще услышал какой-то посторонний звук. И она, смотрю, скачет, прискакала. Вот здесь черная вода уже. Так. И откуда ж ты такая прискакала? И где окунь? Так, тут вот можно уже провалиться. Вот она здесь скакала. А почему нет лески? Вон, вот здесь уже очень опасно. Вон где черная полоса. Вот здесь вот. Сюда лучше не наступать. Нет, флажок куда-то улетел уже. Вон флажок. Так, ну что, придется вырубать длинную палку и как-то пробовать. Или как-то на берег перейти, по бревну, по берегу обойти. Вон флажочек. Ой-ой-ой. Ветер, ветер, ты могуч. Вот она оттуда улетела. Ну да. С такой дырки любой улетит. Ладно, будем думать. Вон там попробую по бережку. Если получится, вроде белый лед. Выйти на берег. И по берегу. Вон вроде бревно. Сейчас по этому бревну пройду. Выйду на берег. Надеюсь, здесь нормальное болото. Ага. Вышли на берег. Как мы видим, такой аромат багульника. Вот он, багульник растет. Нет, вот он багульничек. Пьянящий аромат. Вот говорят, запах багульника, когда в жаркую погоду можно даже голова закружится. Просто потрясающий запах. Вдоль озера натоптаны тропки. Это рыбаки, охотники здесь натоптали. Так, где она, моя жерлица? Летом я здесь почему-то не рыбачу, хотя вон можно и спиннинг покидать, и все такое. Как-нибудь надо прийти летом порыбачить сюда. Вон, что я вам говорил. Лед от берега тает. Вот. Иди сюда, беглянка. Все. Опа. Нет, не все. В общем, спасли мы и жерлицу. Это хорошо. Так, время уже почти 3 часа. И я думаю, что пора ехать обедать и потом ехать на Печору. Как все хорошо начиналось, но клев все было хуже и хуже. И полностью прекратился. Вот уже пару часов вообще не клюет. Здесь делать больше нечего. В общем, вот наш улов. Это вот такая щучка вот.
килограмма на полтора, с десяток окуней, более-менее таких. Сколько вот живцов? Штук 15, наверное, 17. Ну а это я снял жерлиц уснувших окуньков. Это гостиниц для братьев наших. Зачем выкидывать воронам, когда можно отвезти собачкам, нашим кошкам. В общем, ветрище, все равно ничего, наверное, не слышно. Хотел перекусить, продолжать не вижу смысла. Все, собираемся, едем в избу, обедаем нормально и потом уже поедем. Погнали. Так, главное сейчас этой болотине не провалиться. Так, мы сейчас объедем. Хвостами аж падает. Ну, завтра точно уже крайний день, последний день нашей рыбалки. Завтра уже точно придется сматывать удочки. Здесь делать нечего больше.